Великая Отечественная война стала для нашей страны одной из самых трагичных страниц истории. В ней смылись все рамки, которые существовали в обществе. Богатые или бедные, женщины, мужчины, старики и дети, представители всех народов и всех конфессий, все как один стали на защиту государства. Немало в этой войне служило и наших соотечественников. Кто-то погиб в самом начале, а кто-то прошел до победного конца, в числе которых и герой нашей программы Бимбулат Берсович Гагиев. Майор, командир стрелковой роты 361-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, командир 255-го отдельного чечено-ингушского кавалерийского полка, начальник 81-го отдельного разведывательного дивизиона 81-й кавалерийской дивизии 15-го кавалерийского Сталинградского корпуса. На Украинском фронте он был командиром батальона офицерского состава, затем попал в часть 810-20 действующей армии и дошел до Польши. Бимбулат Гагиев удостоен орденов Красного Знамени, Красной Звезды, медали за оборону Сталинграда и за победу над Германии. Бимбулат Берсович Гагиев родился 30 мая 1919 года в селении Барсуки, Чечено-Ингушетии, в многодетной семье. У Бимбулата было 7 братьев и 2 сестры. Он был старшим в семье. Отец и мать трудились в сельском хозяйстве, а дети им помогали. Но вместе с физическим трудом необходимо было задуматься и о будущем. В 1930 году Бимбулат пошел в школу. Он учился прилежно, но дело в том, что если сегодня учащиеся получают полное образование, то в те времена дети заканчивали лишь начальную школу. Окончив Барсукинскую школу, он поступил в Орджоникидзевское пехотное училище. На последнем курсе началась Великая Отечественная война, и его оттуда направили на фронт звания лейтенанта. Когда всю страну мобилизировали, для родителей Бимбулата, Банати и Берса Гагиевых отпускать сына на фронт в самое пекло войны было очень тяжело. Но они понимали, что это их долг. Да и сам Бимбулат, недавний выпускник военного училища, не стал бы сидеть сложа руки. تبلغ عكيش لا تسق مهنيس قشعة شيء حشد الشوخ أشتدي هنا مو أنا داس أشتد يعني الجورس خداديها نخ يرسل لا أخرج باطك مش ورس رزق إنه وقت قاسر أوج بلندي هنا خان زعم والجوتا وش أيردي هنا دوخاو. В начале Великой Отечественной войны Бимбулата Гагиева направили в Крым командиром 361-го стрелкового полка 156-й стрелковой дивизии, где он служил с июня по октябрь 1941 года. Он очень мужественно оборонялся, несмотря на превосходство врага. Он сосредоточил огонь минометов и противотанковые орудия по огневым точкам. Он уничтожил врага. А в этом бою он был тяжело ранен. Из-за ранения в ногу Бимбулату дали небольшой отпуск домой. Сам майор Гагиев возвращаться домой не хотел. Младший брат Бимбулата Багаудин, как сегодня, вспоминает, как он вернулся домой. سوين دك دوسون شدري جرزش حماش لو بلان قص عاب يعني بويزني أشت نقطة حد شيء أشت ور أخ كوجا قيتر ستوع جوريوش تسكوج أسكوج بحندور سوين ورس خداز إن نيار دلائك إز جيش بحورحو إن نيار تم يخسور كوج ديك حتى بلسن جواس در نيار غاج متواجس إن نيار دي سنو وسيد أورا آخر بحر أورا وترخان حياس إك إن دي شيء لجبر كوج إك حقيقة كلش جيحيل يخور تمت إحكت أن رسالة حز سوار إحدى رسول يعني إشت يخو غرس يخو غاشلت إها يخو التواب يعني كوك إشت شيطان بيشخلر. По этому небольшому эпизоду мы видим, что в мужестве нашему герою не откажешь. Бимбулата Гагиева, как и многих других опытных военачальников, перебрасывали с фронта на фронт. После Крыма его командировали на оборону южных рубежей Советского Союза, где он воевал с января по октябрь 1942 года. А потом, после небольшой передышки, вновь ринулся в бой. Сражался на южных рубежах до июня 1943 года. А следом наступила самая важная стратегическая операция «Оборона Сталинграда», где начальник 81-го отдельного разведывательного дивизиона 81-й кавалерийской дивизии 15-го кавалерийского Сталинградского корпуса Бимбулат Гагиев мужественно сражался.
На сегодняшний день имя Бимбулата Гагиева, как и других участников Сталинградского сражения, выбиты на мемориальных плитах города Волгограда. Фотография Бимбулата у нас в постоянном экспозиции находится в стенде «Защитники Сталинграда». Я считаю, что такие люди, как Бимбулат, пример для подражания нашему подрастающему поколению. Но для нашего героя оборона стратегического города был еще не конец войны. После окончания Сталинградской оборонительной операции Гагиева направляет на Украинский фронт в чине командира батальона офицерского состава. Затем в часть 810-20 действующей армии, где, сражаясь и освобождая города и села, захваченные немецко-фашистскими захватчиками, он дойдет до Польши. На 4-м Украинском фронте он был комбатом в офицерском составе. Он был награжден орденом Красного Знамени, орден Красной Звезды, медаль за оборону Сталинграда, за победу над Германией. Дослужил он до 1946 года и был он уволен в запас в звании майора. Но да, Багаудин часто слышал от сослуживцев брата о том, как мужественно он отбивался от противников на поле боя, как своей отвагой удивлял сослуживцев. В феврале 1946 года его уволили с запас звания майора. После ухода с армии он работал директором Алматинской табачной фабрики. Но даже там Бимбулат находил время для службы своей родине. يتصلت هذه طبيعة كابر في 57 году طبيعة كابر سو في 56 году армию вар تصلت حزير. Пока брат сражался за родину на фронтах Великой Отечественной войны, Багаудин выполнял все поручения отца в тылу. Я он حدث том خنيك دك دواسو تخرج اكو في عشق هذا دواسو هذا متش يقع اكو بجي خير ثم ما مختار سعاده بوغبج ولا So jagst im Okop ja so команда дуртун утрабис ракана хазанор бериште. В сторону Малгобека немецкие войска развернули свой штаб, и над их домами часто пролетали самолеты противника. Шум винтов и взрывы бомб неподалеку Багаудину Гагиеву не забыть никогда. Что Малгобеки ора штаб берц немцы. Самолет хайвар оза бисен. Лампаж дайвайзер кирсин лампаж мармшерви. صارت ده تقول حدث ليش لات وجروجوني دايودر اشتدي مقبله اخيو عشان يا بوم شقوس يا بوم شقوس اشتيودر يودي احنا شو заправляться их бохоже. Семья Гагиевых, как и их односельчане, очень помогали солдатам, снабжая их продуктами питания, медикаментами и всем, чем могли помочь. سمعتشكي تقول سجلسة أخرى سجدة يا حما حور أخ يعني إيش بالله محمد ده إحنا إز حور أخ أو ناخ در ده حي إيش توردش سمدري تتصان در جور ده يوردش تيج ما بخشن مال إيش ده حور أخ بس تيجي لوسو سيدات سا ومتشكي ويسك ده إحنا ومرجش شبع سو سلتي ور سان دعم نسدر برج حمدوش اللي نتقداور. Багаудин Гагиев в школу не ходил, и поэтому, когда он был в обществе солдат, которые по преимуществу говорили на русском языке, он запомнил только некоторые слова, которые, впрочем, представляли перед ним всю картину происходящего на фронтах войны. Наступление идет сильнейший архозерсон. Должен запомнить это. Багаудин много слышал в солдатской среде о доблести ингушских офицеров и невольно вспоминал брата, который также находился на фронте.
Ben Bulat Umur diyorhan yoksu bolur. Mulla han sıkın şikayet yazdığı diyorhan. Saklı diyorhan bu sokor beş. Bosu boş. Templatel bıgdı. Vallahi. Война – это не только память о трагических погибших сослуживцев, но и гордость за одержанные в ней победы над противником. Немцы şu yani hazır sonuçta ben Bulat'ı hazır sonuçta Алгай больше волчах çok doğatı da şu женщины трогайте немцы şu. Orada трогают çok doğatı da şu. Багаудин вспоминает, как однажды брат одолел немца в бою и сохранил в память боевой трофей. Bosu boğuş. Duhlatı boy ızdывожен, особенно ночью язык вот реших, ну. Hassu язык bağışkanı. Немцы için iki şbela ложки, az army bihriz. Вилка болаж ди хан ложк бар. Хаквасыш мар бол ложка бар. В детстве мы даже дрались, отбирая друг у друга ту ложку с вилкой пополам соединена была, которую нам как рассказывали, что он убил немецкого офицера, сбил с коня. И когда сняли сапог, что ли, с него, и оттуда выпала эта ложка с вилкой. И мы гордились, когда нам, кому она перепадет. Война оставила Бимбулату Гагиеву не только славную историю побед, но и боевые раны. Вместе с ранением в ногу он еще получил осколки в спину от снаряда. Осколок елай. Осколок лазыш, бука лазыш дихана. Герин Николай Яхр, хирург var, он дота olmuş, boşkalara. O Bimbulat yanında dayak su yanında oskолок yani. Bu kavganda bu yok ihtiyaç diye hani lazım yani. Daha ne problem yaz bayık yani arjigis halbakçı, ringen dayakçı, enso если удалю этот осколок, ты то 6 месяцев проживешь в Бимбулате. А если я не удалю, ты год проживешь. Хоть я завтра умру, я не хочу с немецким осколком в могилу ложиться. Я чего курсак, день-дурсак море. Екатерина Соболева работала на фронте в качестве медсестры, и благодаря ее мужеству она вытащила Бимбулата, когда он был отброшен взрывом от снаряда. После войны Бимбулат женился на Кате. Она приняла ислам и поддерживала мужа до самой его смерти. Она непосредственно жена этого и сама участие в войне Великой Отечественной. Как-то я рассказывал, мне говорили, что она его вынесла с поля боя раненого. Она была очень грамотным человеком. Она была в этом инструментальном, что ли, заводе бухгалтером лет 30, что ли. Бимбулат Гагиев часто рассказывал домочадцам о своих разведывательных операциях, благодаря которым многие сражения удалось предотвратить. Разведча ертхи олсу. Так кирж мышхам берж, ночи галгай дем, кирс кирж дем, разведча хани, разведка дем, сармал борбор, сария и решение юхиш. Халбиш мешки, дакаш бишмеш, дасы коштиш, подрывать деш, ошты дем, там это ши халка олш. Бимбулат Берсович был очень сильным по натуре человеком, рассказывают его родные. Такие черты его характера, как сила воли, серьезность, которая в каких-то моментах доходила до суровости, вызывала у кого-то уважение, а у кого-то даже страх. Багаудин вспоминает случаи, когда они приехали с Казахстана в республику. Бимбулат работал директором кирпичного завода. И как-то на предприятии разгорелся сильный пожар. На тушение были брошены все силы. Казалось, пламя нельзя было потушить, но Бимбулат заставил людей не останавливаться и тушить. Пришлось даже применить силу. В 1957 году назран залить деш, мельзавод мылж хор ахош, кирпичный завод кругом дихан, озеро тиқиюлж, Грознер дихан, обкомер дихан, пожарная машина халииха, цияни заводах. А уж химаханди хикачати да от баврсуш. А то хикачати дежды дихан, то есть циян езды то хикачати моти то я что дихан топ атахиха, качати воду, чтобы дихан пешка сохранить де. А спешк мастер не хази ёлж хугажми светишки, кольцо юзесы,
Со зарвастиш, де назар на хамискоч, со чо хохкен ёжи спиш кирпички ётиш. За сохранение кирпичного завода подарки рейтадиан, поширение рязя, обком партии. Еще один случай, который вспоминает Багаудин. Как-то молодые люди и компании ехали на поезде и буянили, не давая прохода пассажирам. Бимбулат один раз предупредил, но на второй ребятам пришлось нелегко. Соустян Бимбулат дем. Цесейсаш содихан. Шити абилриор. Бальцан толе абилриор шити хамти лозве. Несмотря на закаленный войной характер, у Бимбулата было доброе сердце. Он очень любил своих родителей и всячески помогал им. تقدرنا نتلقى داخل 28 كيلومتر от Алматы. هار воскресенье цардуд молод хамхур Оксан. День нанне. Тогда в 66 году Марк Волонзер, в 65 году Верер Шухал. Бимбулат работал на кирпичном заводе, помог построить себе дома многим своим родственникам и односельчанам. Во дворе Багаудина Гагиева стоит один из первых домов, построенных братом в Назрановском районе. Он пережил из своего хозяина и домочадцев семьи Гагиевых, можно сказать, негласные свидетели истории. توياخر خدر الناس فنا ده حس مور ماش ورشان أو ديرش ديحنا سينوش دير أز يحش ورس كيف يزود ديريكتور مول دخنك ديحن سينوش ديش شرط يحش ديحن حتى تيفن بورك الباخشارجة أذكر بشوش حد يشرط سينوش حد إيش سينوش دير إجر حلقة دير أو ريسبوبليكي إيش ده تخص سينوش شو حد يتعديش ухаживал за отцом, за матерью, за родственниками. У него болела душа. Вот как папа говорил, как мне люди еще рассказывают, он говорил своим односельчанам, своим однофамильцам, братьям двоюродным: вот я работаю директором кирпичного завода. Пожалуйста, стройте, пока есть возможность. Чем могу, тем помогу. У него душа болела не только за своего отца, мать, за односельчан болела душа. Семья Гагиевых всегда трудилась и в военное время, и в период ссылки, и после возвращения на родину. Плоды своего труда не делили, помогая бедным и нуждающимся. И это качество родители передали своим детям. по 200 грамм лорту хар нор мехдина. Тогда бахад нханестер ваш сахнусом خب اورس اغناني دي هنا لا دقي كورسو دعيور مصر تصدو يخبار بناتي اي حياه دي هنا صدوخ يخير زي يوك بويز دي سيودي ناخ يوجي تسيودي ايش يوجي ناني دعيور كورس السنيخ عشتو سيستر خلو ليرس تاخذ ايش كورسو حياه تورلش عشي يحكي تا حقر قشقر قحي حياه كورس جيلي مثل بوقت داخل دقق داتي فيتر يلي أخبيت يلي بير مسمدة الجوري خلخير يعني ارتخدا. Для племянника Бимбулата Гагиева его дядя – это пример для гордости. Еще с юности он собирал всю возможную информацию о нем. Я как-то начал собирать эти фотографии, документы чисто для себя. Ну что, быть может, братья это делали, я как-то не делился. Потом они узнали, что я собираю эти бумаги, и мне как-то интерес такой появился. Когда мы были детьми, это была наша гордость. А папа, вот Багаудин, он брат его, но братья, у них своя гордость идет, как братская, а у нас, как у племянников, своя гордость. Лично я вот собираю его материал, держу у себя вот эти старые фотографии, оригиналы. Но в те времена как-то мы все знали, что наш дядя находится в музее. Он в действительности, он по натуре своей был слишком жестким человеком. Рослый, жесткий, суровый. За эти 5 лет он дослужился до майора. Но майора им дали после увольнения, когда в запас отправляли. Видать, боевое звание. Последнее у него было капитан. Так.
И все военные, когда в запас отправляли, им по званию добавляли. Таким образом, сегодня является он майором Красной Армии, конной эскадрильи 4-го полка. В начале 90-х годов вышла в свет государственная программа, в рамках которой названия улиц переименовывались в герои Великой Отечественной войны. И Алихан решил подать документы на переименование их улицы в честь героя войны Бимбулата Гагиева. Пошла какая-то программа, что можно переименовать эти русские имена сел личности, если есть такая-то личность. Иначе улицу совхозная она была. Ее была совхозная. В 1991 году, когда вот этот указ вышел, что можно переименовать в честь личности, мы его назвали в честь дяди Бимбулата Гагиева. Каждый год в республике проходит акция «Бессмертный полк», в которой Алихан Гагиев всегда несет портрет своего дяди Бимбулата Гагиева, который прошел всю войну, участвовал в самых ожесточенных схватках и подарил сегодняшнему поколению мирное небо над головой. Я смотрю, все пытаются выше поднять, а когда ты по телеэкрану смотришь, что ты высоко поднимешь, что ты ниже поднимешь, всех показывают, преподносит тебе прямо вот близко к экрану, и все видны. Ведь каждый хочет, чтобы его дядю или же отца или же дедушку показали. Для меня вот не только вот мой дядя, для меня все участники этой войны одинаковые. Нельзя относиться только к своему хорошо, а как-то считать, что другие, все они положили себе свое здоровье, свою жизнь, не щадя ничего. Бимбулату Гагиеву было совсем немного на веку отпущено. Он прожил всего лишь 46 лет жизни. Но это была насыщенная событиями и трудностями жизнь. Он получил образование, защищал родину в годы Великой Отечественной войны. После он трудился на предприятиях и помогал своим родным и близким. Вспоминая его, родные испытывают гордость, а это самое главное в этой жизни для человека.